Мы только что общались с Татьяной Лазаревой, актрисой, телеведущей. Она сказала очень интересную мысль о том, что присутствие наблюдателя изменяет любой процесс, любую процедуру. И мы действительно знаем по статистике, что там на тех участках, где есть наблюдатели, партия власти неожиданно вдруг получает не тот процент голосов, который она получает на тех участках, где нет наблюдателей. Скажите, так ли это и за счет чего получается этот эффект? Это действительно так, и у нас в Краснодарском крае есть этому многочисленные подтверждения. Например, в прошлом году у нас были выборы губернатора Краснодарского края. Мы организовали достаточно массивное наблюдение в городе Краснодаре и покрыли 3/4 избирательных участков по несколько наблюдателей. В итоге оказалось, что явка по городу Краснодару 24%. В целом по региону она составила 65%. А в других крупных городах, в Новороссийске 85%, в Сочи чуть меньше 80. Так вот, я сам коренной сочинец, там наблюдения не было. И для меня загадка, как люди с курорта, с их особым менталитетом, вдруг выяснилось, что голосуют активнее, чем в краевом центре, в 3 с лишним раза. Ну, а вообще регион у нас рекорд по тем выборам у нас поставил Каневской район, там явка составила 97%, в 4 раза больше, чем в Краснодаре. Естественно, в Каневском районе никаких наблюдателей не было. Поэтому да, наблюдатели настолько отвратительные, настолько неприятные люди, что избиратели от них разбегаются, по крайней мере на российских выборах. Если вы хотите, чтобы избиратели вас боялись, идите в наблюдатель. Отличный совет. Я знаю, что вы работаете со статистикой наблюдения. Расскажите, пожалуйста, про это. Какие цифры вы собираете и какие данные вы получаете потом из этого? Что конкретно вы имеете в виду под статистикой? Сколько человек наблюдает, где наблюдает, как это отражается на результатах выборов? Есть ли вот эти данные у вас? Пока, ну, по текущим выборам еще, конечно, нет, но в целом это абсолютно точная закономерность, по крайней мере, для регионов так называемой высокой электоральной управляемости или электоральных султанатов. Там, где наблюдатель есть, цифры другие. Там, где наблюдение организовано и несколько независимых избирателей, наблюдателей на участке, результаты примерно такие же, как, например, в Москве. В этом плане у нас хоть страна большая, разная, но если на участках есть наблюдатели, результаты голосования оказываются везде примерно одинаковые и очень сильно отличаются от того, когда наблюдателей нет. Я рассчитываю, что в этот раз нам, например, по Краснодарскому краю удастся организовать наблюдение не только в краевом центре, и мы делаем для этого огромное количество усилий. Мы планируем, что во многих городах, во многих районах, во многих даже станицах будет организовано наблюдение. Поэтому у нас большой объединенный штаб, куда там помимо «Голоса» входят разные организации, партии, кандидаты, и это требует больших усилий от нас, как организаторов, и мы очень-очень стараемся. Я правильно понимаю, что само явление наблюдения, сама процедура наблюдения может уничтожить электоральные султанаты, так называемые? Ну, уничтожить что такое? Это сложно сказать. Смотрите, члены комиссии фальсифицируют не потому, что они такие вот негодяи, получают от этого огромное удовольствие, а потому что есть те, кто свыше им дают такую команду. И когда создается такое общественное давление за счет того, что организовано наблюдение, что есть вероятность попасться, эту команду просто не дают. И тогда считают честно. Тогда считают так, как люди голосуют. То есть само создание общественного давления через наблюдение действительно может выключить технологии фальсификации. Сказать, что нам удалось выключать целыми регионами, нет. Но нам уже удалось целые города, такие как Краснодар, отбивать от массовых фальсификаций. Какие участки важнее всего занять? Более крупные, отдаленные, свои участки, на которых ты сам голосуешь? Куда стоит записаться наблюдателю? Как вы посоветуете? Мы, как организаторы наблюдения, исходим из двух критериев. Первый – это удобство для наблюдателя, то есть чтобы человеку было логистически туда удобно добраться, то есть это либо участок, где он голосует, либо который непосредственно рядом с его домом. Ну и второе ключевое – это количество избирателей. Безусловно, участок, где 3000 человек, куда важнее, чем участок, где 100 или 1000. И когда мы расставляем людей, мы всегда стараемся уделять внимание именно количеству избирателей. Это как бы один из самых важных ключевых критериев. Спасибо большое, Давид. Было очень интересно.